Здравствуйте, меня зовут Людмила Николаевна. Я работаю в Национальной библиотеке уже на протяжении почти 20 лет. И вот за годы своей работы я сталкивалась неоднократно с тем, что приходят учащиеся, которые пишут какую-либо научную работу, курсовую, выпускную квалификационную или даже просто контрольную и реферат. И, конечно же, первым делом возникают сложности с подбором литературы и иных источников для успешного написания работы. Ну, конечно же, вы все современные люди, и первым делом, когда вам дают задание, вы начинаете искать информацию, конечно же, в интернете. И иной раз вы заходите в Википедию. Но Википедия – это такой источник, который, можно сказать, не авторитетный, поскольку этот ресурс открытый, и его отредактировать может любой желающий, который считает нужным исправить ту или иную информацию. Но это не значит, что Википедией пользоваться совсем нельзя. Внизу, обычно на страничке этого ресурса, есть ссылки на какие-либо источники. И вот, перейдя по этим ссылкам на источник, вы можете брать какую-либо информацию. Ну и, конечно же, прежде всего мне хотелось бы провести вам занятие по поиску литературы, источников на портале нашей библиотеки. У нас есть замечательные полнотекстовые ресурсы удаленного доступа, воспользовавшись которыми вы можете успешно написать работу. Итак, давайте начнем наше занятие. Первым делом, для того, чтобы получить доступ к удаленным полнотекстовым ресурсам, вам необходимо войти на официальный сайт Национальной библиотеки Республики Коми. Прежде всего, мы либо в поисковой строке вводим Национальная библиотека Республики Коми, либо в адресной строке вводим адрес www.nbrkomi.ru. И вот мы с вами на главной странице библиотеки. В левой колонке находим с вами вкладочку под названием «Ресурсы». И вот здесь мы с вами видим все ресурсы, доступ к которым имеет наша библиотека. Нам с вами необходимо найти, вот видим, 4-я строчка, полнотекстовые электронные ресурсы. Все полнотекстовые ресурсы, которые есть в Национальной библиотеке, как я уже сказала, вы можете найти на официальном сайте нашей библиотеки. После того, как мы с вами вошли в раздел «Ресурсы» и перешли в подраздел «Полнотекстовые электронные», мы видим все полнотекстовые ресурсы, к которым Национальная библиотека предоставляет доступ. Ну, в первую очередь, это Национальная электронная библиотека Республики Коми, Национальная электронная библиотека Российской Федерации, Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина, Федеральная электронная медицинская библиотека и другие электронные ресурсы. В том числе есть и электронная научная библиотека и library.ru, и Киберленинка, ну и так далее. Вы можете сами с этим познакомиться. Сегодня мы с вами рассмотрим некоторые из этих ресурсов. И первым мы рассмотрим Национальную электронную библиотеку Республики Коми. Ее еще сокращенно называют НЭБ-РК. Возможно, вы слышали об этой библиотеке. И вот что хочу сказать о этом ресурсе. В онлайн-режиме вы здесь можете просматривать материалы по истории, экономике, культуры Коми-края, различные художественные произведения как современных авторов, так и классиков коми-литературы.
а также периодические издания, как современные, так и в ретроспективе, начиная с 1920 года. В общем, те издания, которые так или иначе связаны с нашей республикой. Национальная электронная библиотека Республики Коми представляет собой собрание нескольких коллекций. Всего их на сегодняшний день 12. С ними вы можете ознакомиться, перейдя по ссылочке о проекте, то есть получить интересующую вас информацию как раз вот в этой вкладке. Мы с вами рассмотрим основные коллекции. Итак, что у нас тут есть? Во-первых, есть такая коллекция, называется она «Зыряника». В ней представлены электронные копии редких изданий о Коми-крае и первые публикации классиков коми-литературы. Вот на примере материалов, которые представлены в коллекции Зыряника, я вам могу показать, как вообще пользоваться этим ресурсом. Ну вот, допустим, откроем первое, вот к проблеме колонизации Печорского края издание. Мы с вами видим информацию об этом издании, что оно было выпущено в 1908 году и содержит в себе 10 страниц. Для того, чтобы прочитать, изучить это издание, нам нужно нажать на значок «Читать онлайн» и уже просматривать. Тут можно уменьшить масштаб для того, чтобы было вам удобнее читать. Вот. И перелистываем странички и читаем, видим в том виде, в котором документ был оцифрован. Иногда встречаются различные пометки, мы иногда видим печати, и все документы Национальной электронной библиотеки у нас размещены с водяным защитным знаком. Кроме того, что вы можете прочитать это издание, то или иное, вы можете его распечатать, нажав на значок принтера, то есть выйдет форма для печати. Вот. И ничего тут сложного нет, вы распечатываете те страницы, которые вам нужны. Также вы можете добавить в закладку, допустим, для того, чтобы потом вернуться к этому источнику. Но, как мы видим, для того, чтобы добавить закладку, нам необходима авторизация. Об этом я скажу немного позже. Следующая коллекция Национальной электронной библиотеки Республики Коми, о которой я вам хочу сказать, это финно-угрика. Возможно, для вас тоже по учебе понадобятся какие-либо материалы из этой коллекции. И вот хочется отметить, что коллекция финно-угрика состоит из цифровых версий книг на финно-угорских языках, кроме коми. Обратите на это внимание. В основном здесь цифровые версии из коллекции, которая была передана в дар Национальной библиотеки Республики Коми известным венгерским финно-угроведом Петером Домакашем. В коллекции изоматериалы вы можете посмотреть различные краеведческие альбомы, гравюры, открытки, репродукции, афиши и вот те или иные изобразительные материалы. Вот, например, вы можете посмотреть фотографию Владимира Плотницкого. У него достаточно много фотографий в Национальной электронной библиотеке Республики Коми. Вот фотография называется «В город за патронами и макаронами». Вот такая интересная фотография. Ее тоже можете куда-то скачать и посмотреть. Кроме того, Национальная электронная библиотека формируется за счет поступлений электронных копий документов из других библиотек и учреждений фондодержателей Республики Коми. Вот, тоже можете здесь посмотреть, какие имеются собрания
Кроме Республики Коми, здесь также есть и Архангельская и Вологодская областные научные универсальные библиотеки, а также Национальный музей Республики Коми, библиотека Коми научного центра, Института языка, литературы и истории Республики Коми и так далее. Наверное, вы обратили внимание, что показанные вам здания имеют разный оттенок, да, вот в левом углу мы видим, то бывает красный значок, то желтый, зеленый и так далее. Возникает вопрос, почему они у нас вот таких разных цветов? А все очень просто, это зависит от уровня доступа. Уровень доступа, вот легенда к этим пиктограммам у нас есть с правой стороны. Мы видим с вами доступ желтый, зеленый, желтый, красный и синий. Зеленый показывает то, что данное издание доступно в любом месте. То есть вы можете прочитать и не выходя из дома, в учебном заведении своем. Произведение находится в открытом доступе. То есть я вам уже показывала, да, что можно полный текст рассмотреть. Так, желтый уровень доступа доступен для авторизованных пользователей. Что это значит? Это значит, что издания, которые можете открыть из любой точки доступа, но для просмотра требуется авторизация. Красный уровень доступа. Он говорит нам о том, что издание вы сможете посмотреть только в здании Национальной библиотеки, либо в помещении библиотек, архивов, партнеров Национальной библиотеки Республики Коми. Вот давайте рассмотрим данный документ. Вот мы с вами видим, что издание, которое мы попытались открыть, защищено авторским правом, и право на доступ имеют читатели Национальной библиотеки, которые находятся в помещении учреждения партнера проекта. Вот давайте нажмем «Посмотрим», и здесь вы можете посмотреть, в каких точках доступа вы можете зайти и посмотреть документ, обозначенный красным цветом. Их достаточно много, этих точек доступа. Да, еще у нас есть очень замечательная коллекция, возможно, она вам тоже понадобится для написания работ. Это собрание периодических изданий. В собрании периодических изданий мы с вами можем посмотреть газеты и журналы как на современном этапе, так и старых лет. Ну вот мы сразу видим, тут есть и красный доступ, и синий, и желтый, и зеленый. И вот давайте попробуем среди газет и журналов найти издание с 1945 года, 41 года по 45, то есть периодические издания военной поры. Итак, нашли мы что-нибудь или нет? Да, совершенно верно, мы с вами нашли. И мы видим, что газета есть и на коми-языке, и на русском. Здесь достаточно много результатов найдено. По запросу мы видим, что 713 результатов. Для того, чтобы найти то, что нам необходимо, мы можем сузить наш поиск. Для этого мы с вами выбираем язык произведения и прочитать, чтобы могли прочитать на русском языке. И вот смотрим, на русском языке нам показывают, что есть газета «Стахановец». Так. И читаем онлайн. Раньше, в те времена, писали газеты, вот мы с вами ищем на русском языке, но в газетах есть и русские статьи на русском языке, и на коми-языке. Ну вот, то есть принцип поиска понятен. Мы с вами видим. Так, и вот, конечно же, для того, чтобы воспользоваться
Национальной электронной библиотекой Республики Коми и вообще ресурсами Национальной библиотеки, вам необходимо записаться. Если вы записаны, то вы уже знаете наши правила и как вот пользоваться теми или иными источниками. Для тех, кто не записан в нашу библиотеку, внизу есть карточка записи. Для этого просто нажимаем «Записаться», и нужно заполнить вот такую небольшую карту. То есть вы пишете сюда фамилию, имя, отчество, год рождения, указываете телефон и электронную почту. Затем выбираете из списка необходимые строки. Вот, и после того даете согласие на обработку персональных данных и отправляете. И вам на электронную почту приходит номер вашего читательского билета, после чего вы можете пользоваться электронными ресурсами Национальной библиотеки. Так, следующий ресурс, о котором я хочу вам рассказать, это президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина. Это одна из 3 национальных библиотек и единственная из них чисто электронная. В отличие от Российской государственной библиотеки и Российской национальной библиотеки, данная библиотека не является универсальной, то есть ее фонды формируются по определенной теме. В целом тематику можно определить как гуманитарное знание России, то есть здесь включены материалы по истории России, ее географии, российской экономике, юриспруденции, сочинения российских писателей, литературной критики и так далее. Президентская библиотека объединяет фонды российских библиотек, архивов, музеев и формируется из цифровых копий печатных изданий, архивных и официальных документов, музейных объектов и так далее. И на сегодняшний день президентская библиотека, ее фонд содержит около 1 миллиона документов, половина которых доступна на портале библиотеки, то есть находится в открытом доступе. Для пользователей портала доступен простой поиск по ключевым словам и расширенный, который позволяет задавать дополнительные поисковые условия, а также вы можете выполнить сортировку. Давайте, например, введем Иван Грозный и посмотрим, какие результаты нам выдаст система. Итак, мы с вами видим, что достаточно много найдено материалов, 1698. И вот из них можно выделить как библиотечные, так архивные и, собственно, материалы сайта. То есть в зависимости от того, какую информацию нам нужно, мы можем с вами выбрать по вот этим карточкам. И с правой стороны мы можем отсортировать по различным критериям, например, по заглавию, автору, году публикации, и задать, например, какие-то даты. Вот у нас по умолчанию идет от 1820 по 1967 год. И вот мы видим, что вот я нажала на вкладочку «Архивные материалы», и мы с вами видим, что доступно в ВЧЗ, то есть доступно в электронном читальном зале. В нашем городе, в Сыктывкаре, электронный читальный зал президентской библиотеки находится в Национальной библиотеке Республики Коми. Сейчас мы располагаемся по адресу улица Орджоникидзе, дом 10. В других районах и городах Республики Коми доступ к электронному читальному залу президентской библиотеки осуществляется из помещений библиотек партнеров. Так, и вот давайте посмотрим материалы сайта, тоже посмотрим, как они выглядят.
мы видим, что найдено 522 материала. И вот везде, где упоминается имя Ивана Грозного, мы видим, что выделено желтым маркером. Вот откроем первый документ. Войсками Ивана Грозного была взята Казань. И вот мы видим, что это было 2 октября 1552 года. И внизу под статьей мы видим ссылки, которые можем найти в президентской библиотеке. Тоже можем почитать. То есть мы тоже видим, что все издания у нас вот в таком формате PDF, тоже видим все помарки. Кроме того, президентская библиотека представляет собой коллекции. И ознакомиться с коллекциями можно на главной странице. Если мы перейдем по ссылке коллекции, то мы можем найти коллекции, которые посвящены тем или иным историческим персонам, событиям, датам, географическим объектам. И вот на данный момент в президентской библиотеке представлено 4 крупнейших базовых тематических собраний. Это коллекции «Государственная власть», «Российский народ», «Русский язык» и «Территория России». Вот, например, в коллекции «Государственная власть» мы можем найти все, что связано с российской государственностью. Это как, собственно, государственная власть, ее история, также законодательство Российской Федерации, то есть идет на протяжении всей истории нашей страны по настоящее время. Также можете познакомиться с историей законодательства, начиная с 9 века по советское, и познакомиться с символами государственной власти. И вот, собственно, с историей государственной власти до революции, после революции и вот уже по нынешнее время. И вот внизу вы также можете посмотреть интернет-ресурсы по государственной власти России. Это такой путеводитель, который содержит аннотированные ссылки и наиболее значимые интернет-ресурсы по этой тематике. То есть материалов здесь достаточно много. Также следующая коллекция – это «Российский народ». Что мы можем здесь найти? То есть здесь мы можем получить тоже информацию о населении, о конституционно-правовом статусе, как развивалось наше общество и очень много различной информации. Для того, чтобы узнать, что находится в том или ином разделе, нам нужно нажать на ссылку «Общий раздел» и там уже получить более подробную информацию. Вот мы с вами видим, что в общем разделе тоже имеются подразделы, в которых вы можете познакомиться с тем, что имеется в той или иной коллекции. В общих чертах в этих коллекциях документы, как мы видели с вами, сгруппированы в разделы, которые рассматриваются уже как самостоятельные коллекции. Так, например, одним из приоритетных направлений деятельности президентской библиотеки является предоставление истории Конституции и конституционных идей. Вот, и мы с вами видим, что Конституция Российской Федерации и акты конституционного значения. Здесь вы можете познакомиться с текстами различных конституций, в том числе здесь есть и Конституция Коми АССР, можете с ней познакомиться. Ну вот на примере Конституции Российской Федерации можем посмотреть, как это выглядит. Вот официальное издание вы можете прочитать, сохранить себе в закладке или распечатать. В открытом доступе президентской библиотеки размещено в общей сложности около 200 тематических коллекций, которые отражают и книжные, и архивные, и аудиовизуальные материалы.
Ряд коллекций президентской библиотеки создается к определенным событиям или посвящены определенной персоне. Например, откроем подборку «События», и в ней мы с вами можем найти следующие коллекции. Вот мы видим, что Куликовская битва, 1918 год, преодоление смуты на Руси, то есть очень много различной информации. К примеру, если мы откроем с вами Отечественная война 1812 года, то мы с вами можем увидеть всю информацию, источники исследования, которые относятся именно вот к этому событию. Также вы можете там просмотреть, в этом разделе можете просмотреть библиографию, которая относится к этой теме. Вот мы видим с вами исследования, которые тоже можете использовать в написании своих учебных работ. Хотелось бы обратить ваше внимание на подборку «Персоны», в которой содержатся коллекции, посвященные различным историческим деятелям, писателям и другим известным личностям нашего государства. Ну вот, в частности, имеются коллекции, посвященные нашему земляку Петериму Александровичу Сорокину, а также Василию Осиповичу Ключевскому и Николаю Карамзину. Вот можете тоже ознакомиться. Вот можете ознакомиться с коллекцией, посвященной Василию Осиповичу Ключевскому, выдающемуся российскому историку, и можете тоже здесь рассмотреть различные издания. Ну, то есть принцип понятен, да, он везде у нас одинаковый. Рассмотрим следующий полнотекстовый ресурс — Национальная электронная библиотека Российской Федерации, сокращенно НЭБ РФ. Это государственная система, которая объединяет все крупнейшие федеральные библиотеки мира. Основную часть библиотеки составляют произведения, прошедшие общественное достояние. Эти произведения доступны для скачивания, просмотра и копирования в любой точке мира и в любом месте. Но также есть произведения, которые охраняются авторским правом. Это очень ценные и редкие издания. Для их просмотра вам необходимо прийти в библиотеку, которая стала участником проекта НЭБ, и среди них Национальная библиотека Республики Коми и все центральные библиотеки республики. Информационные фонды Национальной электронной библиотеки Российской Федерации насчитывают более 5 миллионов электронных копий на разную тематику. Это научно-образовательная литература, художественная литература, авторефераты и диссертации. Давайте рассмотрим, как искать литературу на этом портале. Предусмотрено два вида поиска. Это простой и есть еще расширенный поиск, когда вы можете указать автора, название, либо что-то искать по содержанию, а также сузить критерии поиска, выбрав определенные категории и выбрав доступ к изданию. Можно выбрать все, то есть вам выдаст поиск доступных изданий как в электронном читальном зале, так и в печатном виде и также в онлайн. Кроме того, вы можете выбрать год издания, как вам удобно, если знаете издательство, и многие другие
критерии вы можете выбрать для того, чтобы найти необходимое вам издание. В качестве примера рассмотрим издание «Русско-турецкая война», автор Игнатьев. Мы видим, что найдено 12 результатов. Давайте откроем первый из них. Вашему вниманию представлено издание и информация о нем. То есть мы видим количество страниц, год издания и место издания. Также другую информацию о данном издании. Для того, чтобы ознакомиться с полным текстом, необходимо нажать на кнопку «Читать». Мы видим все страницы данного издания, которые можем как просмотреть, так и сохранить на свой компьютер, нажав на вкладку «Скачать» и выбрав необходимое действие. После того, как мы нажмем «Сохранить файл» и подтвердим это действие, наша книга уходит в папке загрузки на нашем компьютере. Просмотрев все документы, которые нам необходимы, и переходим к чтению документа. В введении вы можете посмотреть, как правильно пишется введение вашей научной работы, посмотреть, как определяется актуальность, структура данной работы, предмет, объект, цели, задачи и много другого. То есть хотелось бы обратить ваше внимание на то, что при использовании диссертаций в вашей научной курсовой работе или выпускной квалификационной работе повышается уникальность вашей работы. Но не забывайте при этом указывать ссылки на первоисточник. Кроме диссертаций, также доступны для чтения авторефераты диссертаций, в которых содержится тезисное изложение научного труда. Вы также можете посмотреть структуру работы, выделить основные этапы и использовать в написании своей научной работы. Кроме того, что вы можете прочитать текст автореферата диссертации, вы можете выполнить несколько действий с ней. Для этого нам нужно перейти к описанию и выбрать необходимое действие. Так, например, вы можете скачать автореферат в формате PDF к себе на компьютер. Либо вы можете поделиться через социальные сети. Кроме того, вы можете прочитать текст автореферата позже. Для этого нужно нажать на строку «Читать позже», пройти авторизацию, как уже говорилось, либо через портал государственных услуг, либо, если у вас имеется учетная запись, то через нее. Для этого нужно пройти регистрацию. Ну вот в настоящее время гораздо проще зайти через свою учетную запись на портале государственных услуг. На этом наш обзор подошел к концу. Напоминаем вам, что получить доступ к удаленным полнотекстовым ресурсам Национальной библиотеки Республики Коми вы можете на официальном сайте в разделе «Ресурсы», выбрав полнотекстовые электронные ресурсы. Спасибо всем за внимание, желаем успехов в учебе.